Всем привет! Это финальный выпуск наших каникул в рамках второго сезона программы. И этот выпуск мы посвятим окрестностям Уфы. Ну а что, ехать недалеко, да и столько классного вокруг. Всем приятного просмотра! Задача наших каникул – создать личный авторский тур по самым живописным местам Башкортостана. Ну, очень классно. И нам важно выяснить, сколько денег на это потребуется. Это невероятно! Ведущие программы Дима и Альбина выясняют, кто из них потратит на путешествие меньше. И отдохнувший на большую сумму должен будет выполнить задание более экономного. Смотрите, наслаждайтесь, узнавайте республику вместе с нами. Итак, наши каникулы начинаются. Как это ни странно, но в свои новые каникулы я начну с посещения кладбища Акзират в Чишминском районе Республики Башкортостан. Место потрясающее с исторической точки зрения благодаря вот этому мавзолею Хусейнбека. Считается, что Хусейнбек был основоположником ислама в этих местах. Несмотря на то, что он прожил достаточно недолгую по современным меркам жизнь, он успел запомниться большими добрыми делами. Из уважения к личности этого человека был возведен мавзолей Хусейнбека. То были события века XIV, а в конце XIX века здесь были бесформенные руины. В 1911 году уфимским муфтием было принято решение отстроить мавзолей заново, несколько видоизменив форму, и сейчас это место особо почитаемое у мусульман, а сам мавзолей является местом сакральным. Ближайший к Уфе мавзолей, очевидно, обладает особой аурой, даже несмотря на то, что в начале 20 века его форма была изменена, и от первоначальных очертаний осталось немного. Толстые стены мавзолея, небольшой купол и два каменных надгробия с надписями на арабском языке и узкие окошки. Вот что представляет из себя небольшой, но особо почитаемый у мусульман мавзолей. Ученые давно изучают его историю, пытаясь выяснить, кто те люди, что жили в этих местах еще в XIV веке. И на этот счет нет единой точки зрения. Сейчас мавзолей Хусейнбека – объект культурного наследия народов России федерального значения. Неподалеку от мавзолея сохранилось 6 старинных каменных могильных плит с надписями на арабском. Народная молва приписывает их к военачальникам знаменитого Тамерлана, но и этот вопрос вызывает споры у ученых. Перенесемся на пару десятков километров, но останемся все в том же Чишминском районе. Мавзолей Турахана – еще один древний и невероятно важный для понимания истории объект культурного наследия народов России. Лаконичный и красивый. Прекрасный мавзолей. Вот что значит по-настоящему прикоснуться к истории. Существует много версий относительно того, кем был Турахан. Одна из них гласит, будто бы Турахан был потомком Чингисхана, ханом башкирского народа. А вообще наличие в Чишминском районе мавзолея Турахана, мавзолея Хусейнбека, строительство Евразийского музея кочевых цивилизаций, постоянные археологические раскопки в этих местах делают Башкортостан настоящим центром российской археологии. И здесь я ни в коем случае не утрирую, ведь именно мавзолей Чишминского района навели археологов на эту местность как площадку большого количества исторических изысканий. Только посмотрите, какие камни, какая непривычная для современного человека кладка, очень толстые стены, а там внутри высокий купол. Как они это строили, одному Богу известно, но вообще очень красиво и очень таинственно. Внутри атмосферно, даже несмотря на скромные размеры мавзолея, можно долго изучать детали и получать удовольствие от прикосновения к истории. А буквально в 300 метрах от мавзолея сейчас строится визит-центр Европейского музея кочевых цивилизаций, который сделает эти места еще более интересными. Ждем открытия.
Многие жители нашей республики даже не догадываются о том, что буквально в часе езды от Уфы расположена самая настоящая индейская территория. Они захватили земли в Иглинском районе и то и делают, что каждую неделю заманивают к себе туристов. Здравствуйте! Хау! Хао. Правильно ли я сделала? Нет, не знаю. Ну, как Давайте вы... знакомиться. Меня зовут Альбина. А меня зовут Безумный Пьет. Ух ты! А вас? Черный клык. Черный клык. Но, наверное, мне надо что-то придумать. Да? Конечно. Предлагаем пушистое перышко. Пушистое перышко. Хорошо. Пушистое перышко готово. Ну вот другое дело. Теперь я хочу познакомить с нашим бытом. Ой. Прошу. Так даже веселее гулять по территории. Ух. Ритуал посвящения мистический. Заставляет поверить в силу огня и магию потусторонних миров. Извините, а слезы на глазах от костра или от духов? Дух костра. А, дух костра. На этом Очищает вас. очищает. Ну, я очищаюсь, да. Я чувствую. Ну, мы же не ожидаем здесь появления каких-то потусторонних миров. Все возможно. Ну, сейчас мы задобрили дух костра. Вот, поэтому можем переходить к боевым искусствам. Все, нам нужна маскировка. От кого? От врагов. Пойдем. Колоть дрова в деревне я так и не научилась, а вот пригодились бы навыки в метании томагавков. Так. Боком. Поворачиваемся. Вы прям пробили. Только я цель. могла так сделать. Пробуем еще раз. Найти в щель и попасть в щель. Огонь. А мне кажется, он не той стороной долетает. Ну, еще раз пробуем. Нет, мы пробуем до тех пор, пока у меня не получится. Фух. Вот, получилось. О, наконец-то! 1500 раз! Молодец. Теперь переходим на следующее боевое оружие. Все Пробуем? так понятно? Все понятно, очень просто. Все так просто. А стрелу можно? Берем стрелу. Все, оттягиваем. Целимся ниже и левее. Ну, почти. Вот нам надо в мишень попасть. Левее, левее, левее еще. Вот. Юху! Вот это мое оружие. Отлично, что вы освоили. Теперь давайте покажу наш лагерь. Идемте смотреть лагерь, как жили индейцы Как мы в старые живем, давние да. времена. Так, а это целый рассказ, да? А вот это как раз пиктографическое письмо индейцев. А мне кажется, Так это, индейцы знаете, общались между собой. это сочинение на тему «Как я провел лето». Вставал я не рано, в школу ходить было не надо, мыл посуду, одевался, кушал, встретился с другом, родители на работе, я у бабушки в деревне. Ну, Режу петуха. боюсь представить, что это было. Дразнил Алешку соседа, катался на конях, гулял с собакой, стрелял из рогатки. Ну,
Вообще хорошо он провел лето, можно сделать вывод, прочитав это письмо. Индейская территория – это уникальный лагерь в Иглинском районе. Он погружает в быт и культуру индейских племен Северной Америки, создавая неповторимую туристическую локацию. Ну что, самый настоящий жилой типе, даже полы имитируют. Как это правильно? Ламинат. Ламинат. Так, проходим. Главное, перья не помять. Мы максимально сохранили вот эту аутентичность. Ну, конечно же, есть определенные нормы, тем более, когда детишки приезжают в детский лагерь. А детишки приезжают на лето? Да, летом у нас здесь детский лагерь. Слушайте, мне кажется, спят они здесь хорошо, потому что всюду увешаны ловцы снов. И, к слову, о комфорте, электричество проведено, и там висит лампа. То есть не совсем дикий отдых и получается. Ну, не совсем дикий, но, тем не менее, хороший отдых от города. Очень хороший отдых от города. Ну что, время близится к обеду, и я вижу большой казан. Что же на нем готовили индейцы? А мы будем готовить национальный обед индейца. Точно? Это кукуруза. Надо ловить попкорн на ходу и кушать. Он же горячий. А он пока будет лететь, остынет. Класс, все уже, пошел процесс, пошел. Бамс, 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 бамс. Во, начинаем ловить. Ага, поймаешь. Кто первый? Опа. Главное не обжечься. Охота за попкорн. Не вытерпел. Так тоже можно, друзья. Ну, а если очень хочется. Ну, пробуем. Ну, как попкорн? Очень вкусный, прям Лучше, чем в кинотеатре. ароматно. Да гораздо лучше. Никаких ароматизаторов, подсластителей. Натуральный продукт, сделан своими руками на индейской территории, что тоже немаловажно. Спасибо вам большое. Пушистое перышко благодарит сердечно за это чудесное, замечательное действо. Эмоций много, во рту вкусно. Самые настоящие башкирские каникулы. А сейчас не удивляйтесь, мы отправимся на экскурсию туда, где вы даже и думать не могли когда-либо оказаться. Матвей Семенович Мясников – блестящий предприниматель, талантливый металлург, основатель и первый владелец Благовещенского арматурного завода, у стен которого мы прямо сейчас находимся. Сюда можно приехать на экскурсию, и мы хотим вам доказать, что промышленное производство может быть интересным. Здрасте, Дмитрий. Добрый день, Анастасия. Анастасия, много хорошего слышал про ваш завод. Очень хочется увидеть. Отлично, давайте мы вам покажем наше производство. Это не страшно? Это страшно красиво. Это страшно красиво. Пойдемте. Эффект вау вам обеспечен. Раскаленный металл, массивные плавильные печи, настоящий мужской характер. Вот что такое Благовещенский арматурный. Такая непростая работа у мужиков, конечно. Да, очень непростая. Сталевар, он вообще определяет рецептуру стали, отправляет ее на пневмопочты на специальную экспертизу в лабораторию. И если там дают одобрение, что сплав подходит для конкретного вида задвижки, тогда они уже начинают разливку. Чувствую себя немного неловко от того, что как маленький ребенок с открытым ртом наблюдаю за удивительными процессами, в которых абсолютно ничего не понимаю, но получаю колоссальное удовольствие от увиденного.
Это же, по сути, то же самое, что и в том цехе. Да. Выпускное отверстие, получается, остаток выходит вот в шлаковую чашу. Ага. Шлак пойдет тоже на переработку. Вот в это дальнейшем. шлак. Да, да, да. А температура там какая примерно? Примерно 1600-1800 градусов. Все зависит от сплава. Как на солнце прям. Я, конечно, там не был, но примерно похоже. Но удивительнее всего то, что на таком большом промышленном предприятии с высокими температурами, объемными электродуговыми печами, обилием сотрудников, здесь такой порядок, что любо-дорого наблюдать за работой профессионалов. Обалдеть. Это просто непередаваемая красота. Я всегда думала, почему город Благовещенск считается городом суровых мужиков, таких нормальных, настоящих. А все потому, что градообразующие предприятия здесь – это такая сложная работа. Работа с металлом, с высокими температурами. И самое прекрасное для нас, для тех, кто здесь не работает и не живет, это то, что мы можем приехать на все это богатство металлическое посмотреть. Дюже красиво. Конечно, Благовещенский арматурный очень большое предприятие, и даже если бы мы хотели показать все его цеха, всю цепочку технологического процесса, у нас просто бы не хватило времени, да и возможностей. А это Сейчас мы находимся в механосборочном цехе. Здесь, получается, из деталей собирают уже готовую трубопроводную арматуру. Прогуливаясь с прекрасной Анастасией по площадям завода, ловлю себя на мысли, что ведь предприятию уже больше 250 лет. И все это время заводчане, жители славного Благовещенска, достойно трудились на благо города и нашего региона. Не менее интересно, чем наблюдать за процессами, всматриваться в лица заводчан. Уверенные, спокойные, приятные. БАС. Благовещенский арматурный завод. Слушайте, а ведь мы вот эту деталь, которая сейчас уже готова, видели в какой-то степени в зародыше, когда она еще была расплавлена, и вот такое она становится. Спасибо, это потрясающая экскурсия, Настя. Обязательно, я настаиваю, посетить этот прекрасный завод. Потрясающие эмоции. Как же важно жителям больших городов, гостям столицы иметь возможность выехать куда-то недалеко и оказаться на лоне природы, в объятиях лесов и на земле истинных башкир. Боже мой! Боже мой, боже мой, куда вы все мчите? Я, конечно, знала, что тут можно ожидать всего, но чтобы прям так промчаться рядом с луками, стрелами на конях, иду за ними. Здравствуйте, ребята! В какие-то земли я попала, буквально 15 минут там индейцы были, а тут уже такие истинные башкиры на конях. Правильно, Альбина. Вот у нас такая вторая территория. Башкирская деревня. Башкирская деревня. Иконный двор, да, центр башкирской лошади. И что же здесь происходит у вас? Ой, здесь очень много интересного происходит. Ну, конечно же, у нас есть традиционные юрты, где мы встречаем гостей, где у нас, проводим экскурсию, сувениры есть, различные костюмы. А также мы на конном дворе, вот у нас большой есть манеж, где мы проводим скачки, верховая стрельба у нас. Ребята у нас показывают джигитовку. Знаете, что такое джигитовка? Нет, сейчас покажете? Ну, это трюки на лошадях. Вы что? Это очень интересно. Так что давайте сюда, внимание,
А мы готовимся и показываем вам представление. Истинный башкир всегда верхом на лошади. Испокон веков они умело запрыгивали на коня, на лету натягивали тетиву и поражали цель своей стрелой. За это и прозвали их французы северными амурами. Ну а на этом поле сейчас пройдет башкирская национальная игра аударыш. Суть заключается в том, чтобы стянуть своего противника с коня. Но мне кажется, звучит очень страшно, но я надеюсь, что все пройдет благополучно и безопасно для каждого участника этой игры. Смотрим. Зрелище не для слабонервных, скажу я вам. Придумал это! Это же страшно! И вообще, знаете, жалко-то лошадей. Они же тоже вступают в схватку. Ну что, вот такие истинные батыры растут у нас в Республике Башкортостан, которые с рождения на седле. А из лука стрелять умеешь? Нет. Пойдем научимся? Идем. Ну а сейчас любимая рубрика многих наших телезрителей «Где живут ведущие». Внимание, эко-усадьба «Гнездо». Такой милый домик, в котором все сделано под старину. Печка, стол, стены. Огромное множество интересных атрибутов, которые делают его необычным. Смотрите, как тут все красиво, как тут все продуманно и стильно. Комната. Причем, несмотря на то, что дом сделан под старину, здесь все такое удобное, комфортное и красивое. Внимание, детское. Ну и я думаю, что здесь у нас санузел. Совершенно верно. Вот как бы так. Хорошего вечера уставшим путникам. И вообще под Уфой много классных мест, где можно остановиться. Но я в гнезде. Всем привет! Показываю место своего ночлега сегодня. Это какой-то потрясающий домик. Двухмодульный. В первом, во-первых, вот такое панорамное окно большое. Диван. Ну, давайте назовем это зала. Мини-кухня. Так все очень уютненько. Не менее уютный санузел с душевой. Посмотрите. Бойлер здесь. И второй модуль, он тоже с панорамным окошком. И вот с такой мягкой кровати. Здесь все деревянное такое. Слушайте, ну очень классно. Недалеко от Уфы, Кушнаренковский район. Место балдежное. Тут сосновый бор прямо окружает эту базу. Сон будет просто волшебным. Привет, Альбин, как дела?
Все прекрасно. Я сегодня была на самой настоящей индейской территории. Металла томагавк, готовила попкорн в казане. Индейской территории, говоришь? Так это получается, у тебя и прозвище должно быть индейское? Дай угадаю. Дикий жареный кукуруз? Не поясничайте, молодой человек. Такой отдых вам даже не снился. Понял, что пора спать. Добрых снов. И тебе доброй ночи от пушистого перышка. Бодрящее у меня выдалось утро. Волшебная атмосфера хвойного леса и звенящая тишина. Прекрасные спутники для тех, кто хочет побыть наедине с собой, наедине с природой. Глэмпинг, в котором я провел ночь, расположен в Куштаренковском районе Башкортостана и называется Forest Glamp. Говорящее название. Буквально 40 минут езды от Уфы, и вы в невероятно уютном месте, там, где хорошо. Кроме природных особенностей, локация подкупает развитой инфраструктурой, баней, в общем, есть все, что нужно. А красивый пруд поблизости – приманка для рыбаков. Итак, сегодня изучаю достопримечательности Кушнаренкова. Волшебное утро в эко-усадьбе располагает к философским размышлениям, и даже хочется писать стихи, глядя на золотой лес. Доброе утро, Альбина. Доброе утро. Как спали? Ой, волшебно. Воздух свежий, тишина еще такая, как будто никого вообще в округе нет. Самовар вскипел. Пойдемте, может, чай пуп? Конечно, идемте пить чай. Чай с утра – это вообще то, что нужно. А вы с дровишками уже с утра, да? Да, наколол. Ароматный чай из самовара. Такое деревенское утро. Много вообще городских у вас отдыхает? У нас в основном это как раз и городские отдыхают. Мы изначально себя позиционировали такой отдых именно деревенский для городских жителей, чтобы атмосфера была именно такого деревенского уюта. Кому не к кому ездить в деревню, у кого уже нет бабушек. У кого остается ностальгия по деревне. Очень часто приезжают, кстати, такие гости, которые выросли в деревне. И у них остается, естественно, тяга к земле, к животным, сельским животным. Альбина, я предлагаю пройти, посмотреть животных. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Все принято. Идем смотреть животных и кормить их. Сейчас травы мало стало, они сюда начали приходить. Вот шли мы к животным, и думала я, что сейчас коровушка там будет, барашки, козлики. Но все не так просто. Помимо привычных гусей, кур и уток, есть и экзотика. Вот, пожалуйста, смотрите сами, разгуливают тут башкирские райские птицы. Ну, мы в каком-то волшебном месте, мне кажется, слышны разные голоса. Да, здесь у нас как раз контактный зоопарк. Контактный зоопарк.
Ну, так называемый контактный зоопарк, да, здесь у нас представлены белые павлины. Ой, достаточно какие деловые. редкие, редкая птица. Вы знали, что павлины живут в природе до 50 лет? Они среди птиц такие долгожители. Вот здесь у нас 6 видов фазанов. О, такие все разные? Все разные, да. Вот то, что красивое, это мальчики, как вы уже сказали, то в природе мальчики красивее, а вот серенькие – это девочки. А желтенький, ой, какой он красивый. Это лимонный фазан. Мне кажется, он какой-то египетский. Да, вот у них это как раз вы правильно говорите, воротниковый фазан, вот красный воротниковый и лимонный воротниковый фазан. А там кто-то вылупился. А там у нас, да, кролики, им это буквально сколько? Кролики не вылупляются. Да, родился. 7 дней. Они только глазки открыли. Так, мы все посмотрели? Нет, это еще не все. Сейчас мы вам покажем еще барашков. Барашков. Пути. Нет, он за мной не погнался. Ой, ты какой хороший. Идем. Какой он мягкий, какой он пушистый. Да, 2 раза в год мы их стрижем. Серьезно? Да. Сами? Сами стрижем. Хотите попробовать? Постричь? Да, сейчас как раз самое время, когда они вот репьев уже нахватали, и чтобы зимой они у нас были красивенькие, чистенькие, мы их подстригаем. И к морозам они снова у нас обрастут. Какие-то ушки красивые. Можно вот так. Ать, ку-ку. Ку-ку. Да, профессионально получается. Вы этот прям красоту наводите. Ну, красиво должно быть. Это я так грубо прошелся, а вы уже височки подровняли. Зефирка девочка, она должна быть аккуратно выстрижена. Вы понимаете, да, что отдыхать в Башкирии можно с пользой, получить кучу новых навыков и даже новую профессию. Но утомительная. Спасибо большое, было классно. Вам спасибо. Ну, зефирку придется вам достричь самостоятельно, потому что я уже не смогу. А сейчас мы в Кушнаренковском районе, в 70 километрах от города Уфа, Девичья гора, где чуть ниже располагается уникальный, абсолютно уникальный парк каменных скульптур. Но удивляюсь, что уже в самом начале Ан-24, легендарный самолет, который когда-то бороздил небесные просторы нашего Отечества. Предлагаю пойти изучать парк. А места здесь удивительные, чего стоит хотя бы потрясающая смотровая площадка на реку Белую. Приятно дышится, в общем, эмоции замечательные. И вся эта каменная красота, которая, хотите вы того или нет, но переносит вас в мир грез и любимых детских сказок. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Дмитрий зовут. А вас как? Меня зовут Эльфир. Эльфир. Слушайте, ну я по-хорошему в шоке. Это вы все своими руками сделали, да? Ну да, в основном один. Ну подождите, вот это же все камни, которые, видимо, здесь вот и находились, и вы из них все это вот
Не, они просто ждали, пока я их откопаю. Они же готовые были. Слушайте, ну это какая-то фантастика. Ну, конечно, я понимаю тех людей, которые здесь какой-то, вот, знаете, отпечаток хотят оставить своего творчества. Я их понимаю. Но это невозможно, наверное, здесь, да? Так можно? Хотите Можно? что-то, да? Да. Ну, нарисуйте, сейчас мы его отпечатаем. Но это не будет вандализмом? Не, это с моего же позволения. Все можно. Конечно, в таких местах задумываешься о том, кто я. Творец или тварь дрожащая? И хочется верить, что творец. Поэтому давайте-ка порисуем. Не сказать, чтобы я это делал красиво, но вы знаете. И тем не менее. Ну а что еще могут рисовать? Вот только это? О, О! реклама. Реклама в вашем парке нашей телевизионной передачи. Пожалуйста. Только придется эту штуку одевать. А мы что-то будем делать еще, да? Да, раз вы хотите. Я вам инструмент вручу, и вы сами вырезать будете. Я так не смогу. Ну, имитации хотя бы можете? Вы вот так по краю носите. Руку вот так. Да, по краю. Просто край. Не, вот по краю. Вот край равняйте вот так вот. Приспособить. Аккуратно. Вот так вот. Сразу скажу, работа пыльная, в прямом смысле этого слова, но невероятно увлекательная. И здесь, как и в любом другом деле, нужен навык, ведь одно неловкое движение и новое произведение каменного искусства может кануть в лету, так и не появившись на свет. Все, давай равняйте. Аккуратненько. Во. Тихонько. Да, тихонько. Тихонько, вот так. Ровненько давай. Давай. Вот так вот. Если не покрыть, долго не простоит, потому что это песчаник, он рыхлый, влага проникает, зимой промерзает и пылит. А чем покрываете? Это гидрофобная жидкость силиконовая, специальная. Угу. Вот каждый год. Ну это же как будто здесь и было на самом деле. Да, это же оно и было это здесь, же как будто я откопал. люди, которые жили там несколько веков до нас, они все это вот нарисовали. Да, нарисовали. А мы с вами просто взяли и вот... Откопали ее. Короче говоря, парк каменных скульптур в Кушнаренково. Увидеть вы просто обязаны. Как минимум ради вот этого. Всегда пожалуйста. Привет, Альбен. Привет! Слушай, ну и погодка, ну и ветер. Дружище, да. Как твои каникулы? Грустно, что это финальный выпуск башкирских каникул второго сезона, но я тебе скажу, что я потрясающе воодушевлен красотами Башкортостана. Что стоят хотя бы твои полеты на параплане над Шиханом, Таратау? Ну а ты наконец-то научился ездить верхом. И рыбачить научился в Бишбуляке. Столько всего было. Хороший такой был отдых, хорошие были каникулы. Слушай, я предлагаю, знаешь, в финале второго сезона не считать деньги, кто сколько потратил, вот это наш вечный спор. Давай лучше расскажем и покажем нашим телезрителям нашу замечательную команду, с которой мы объездили практически половину республики и показали самые красивые места. Пока-пока!
Всем привет, это «Башкирские каникулы». Вы смотрите «Башкирские каникулы». «Башкирские каникулы». В эфире «Башкирские каникулы». Это «Башкирские каникулы», которые сегодня в краю сурков и барсуков. Это «Башкирские каникулы». Это «Башкирские каникулы». Это финальный выпуск наших каникул в рамках второго сезона программы. По пути на водопад Кук-Караук вы, даже если осень хотите... Осень хотите? Осень хотите? Здесь это фото? Это видео. На ужин через час обещали. Ты уж так не отчаялась. Смотри, смотри, там рыбки. А то, что у меня спина вспотела, это нормально. Возвращайтесь. Вот что значит командная работа. Вы что, там целуетесь, что ли? Еще раз. Да, вот так хорошо. Влево тоже бросай. Крест-накрест бросай. Дима, привет. Ну, привет, Альбин. Видишь, я тут солнечной ванной принимаю, лицо красное, классно. Слушай, ну как ты что-то хотел сказать, да? Да, какая разница? Ты же у нас говоришь. А?